Субботний вечер. Добрый вечер. Пани Николаевне, Евгении Егоровне. У меня Алроуса запросили, потому что они будут делать вот эти мероприятия посвященные. Тоже, да? Хорошо. Спасибо, ознакомлюсь. Там немного другие моменты. Ну, конечно, основная задача любого театра – это показ спектаклей. И, конечно же, создание новых постановок, премьер. И наша текущая деятельность – это выезды на гастроли, гастроли внутри республики, за пределами республики. И проведение больших, значимых событий, фестивалей. Конечно, вот прошедший сезон нас порадовал на такие большие события международного уровня, всероссийского уровня. В этом году мы тоже хотим порадовать наших зрителей. Ежегодно наш театр выпускает 4 новых спектакля. И обязательно один из спектаклей должен быть, соответственно, национальному репертуару. Это новый балет или новая опера. У нас, поскольку 4 премьеры, это всегда 2 оперных спектакля и 2 балетных спектакля. И у нас вот уже готовимся к Новому году. Это у нас выставка, вот тоже сменные выставки делаем. У нас показы очень часто посвященные юбилейным датам наших солистов. Вот это как раз-таки по Семену Петровичу. У него было в этом году тоже 80-летие. И вот мы поставили его костюмы, в которых он блистал на сцене нашего театра, и фотографии архивные из нашего музея. У нас вот самая большая елка, которая находится внутри помещения, потому что вот фойе, вот эта высота позволяет поставить эту елку. И сегодня вот мы начали акцию с семьями участников СВО, начали акцию вот делать таких вот мишек. Это мишки, которые делали дети города Якутска, школьники. И они принесли сегодня и повесили этих мишек. С тем, чтобы они собрали всю радость, тепло этого праздника новогоднего. И потом эти мишки поедут на фронт к нашим участникам специальной военной операции, будут дарить им свое тепло. Хорошие дети пришли, тоже их пригласим на спектакли. Очень рады тому, что у нас меняется зритель. Мы замечаем, что очень много сейчас молодежи такой просвещенной, с широким кругозором, которые интересуются оперным балетным искусством. У нас есть постоянные зрительские сообщества, которые всегда к нам приходят на каждый наш спектакль. И есть среди них школьники, есть студенты, есть некоторые школьники, которые очень подробно даже знакомятся с нашими спектаклями, просят у нас партитуру, мы им отправляем. Ну и, конечно, каждого нашего артиста, солиста они поздравляют вот с успешным показом. Сейчас, конечно, мы делаем ориентир на то, что молодежь должна ходить в театр. И со своей стороны, как учреждение, которое готовит премьерные спектакли, мы всегда задумываемся о том, для кого мы готовим наши спектакли. Вот недавняя премьера у нас, например, Евгения Онегина прошла по Пушкину, 225-летие в этом году отмечается. И у нас получился такой студенческий как раз-таки проект, поскольку он адресован молодежной аудитории, школьникам, студентам, и в нем главные партии исполняют уже молодые солисты. Наши надежды оперного искусства, которые
исполнили главные партии. Они молодые солисты нашего театра. И это очень свежо, очень интересно было представлено вот нашим режиссером Карлом Сергучевым, который сделал эту постановку. И мы поразились тому, вот как молодой зритель встречал этот спектакль. Это классическое произведение, великолепная музыка Чайковского. И, конечно, тот, кто знаком с этим произведением, знает, какое значение вообще оно имеет в развитии искусства. А для студентов это, конечно, прежде всего такая вот история молодых людей, которые познакомились и которые переживают вот первую любовь, первую разлуку, первое разочарование, это предательство, это вот как раз-таки дружба. Такие очень важные такие понятия для любого, наверное, молодого человека. И в этом отношении молодые люди, допустим, XIX века, они не отличаются от нынешней молодежи. И мы поразились, вот как зрители встречали этот спектакль, они стоя аплодировали в конце спектакля, не уходили во время антракта. И, конечно, вот до того момента, как закроется занавес, они как раз-таки приветствовали наших солистов, и это было удивительно. Так, мы спускаемся на первый этаж и идем в наш производственный цех. Это нужно через улицу выйти. У нас очень много коридоров. Здесь можно заблудиться. Мы идем по двору внутреннему. Да, вот здесь у нас заезд через шлагбаум. Здрасте. А вот это вот у нас здание балетной школы. Оно как бы между нашими двумя корпусами находится. Конечно, очень удобно для детей, которые у нас обучаются, потому что многие дети из балетной школы, они участвуют в наших спектаклях. В «Щелкунчике», в «Кармен», во многих вообще спектаклях есть совместные постановки с детьми. Сегодня у нас суббота. Суббота – это рабочий день для нашего театра. У работников, ну, большинства, в понедельник только выходные. Здрасте. Да? Алиса в стране чудес тоже так же. Стол, да? Ага, стол этот большой. А, это большой стол, где чаепитие, да? Где они чай пьют, да? Быть, ага, с колесиками. С колесиками, да? Ага, это качели. Угу. А насчет колонны там коридоры наши стоят. На качелях катается она, да? Ага, на качелях катается. Да, много работы, да? На этом балете, да? Ну, успеем. Ладно. Да, Лучше стало, да? Совсем лучше стало. Земля и небо, да? До этого, 5 градусов мы работали, плюс 5. Вулкан еще поставили, Ага, да? Вулкан. Сейчас уже 18 градусов. Нормально. Так было, да? Раньше, да, так. Плюс 5 градусов. Вот в прошлом году только ремонт сделали. До этого все время мерзли. Елена Александровна, здравствуйте. Заведующая нашим производственным цехом. Вот мы уже начали осмотр. Тут гриб готовится, да? Да, это гриб из нашего премьерного спектакля «Алиса в стране чудес». Будущий гриб. А не залезать будут на него, да? Да. Угу. То есть мы должны сделать так, чтобы... Устойчивый, да, чтобы было. устойчивый был, чтобы возможно было залезть. Понятно. Случайно или вот символично. Сегодня вот как раз генеральная репетиция, да, балета. А либретто, оказывается, это ваше произведение. Да, да. Я писал всегда, и ну, вот последние годы пишу драматические произведения, пьесы и либретто. Как раз-таки вот у меня такой опыт появился уже, будучи руководителем театра оперы и балета. Для меня это очень интересно. Я уже, получается, ну, третья эта постановка будет, в котором я участвую как либретист. И это совершенно новый такой жанр, интересный, необычный. Ну и, конечно, требующий большой ответственности. Хотя объем текста небольшой, да, но в него нужно вложить максимум смыслов, чтобы помочь
режиссеру, постановщику, хореографу раскрыть вот эти вот образы. И сегодня мы как раз-таки будем присутствовать на прогоне одного из первых показов нашего балета. Ага. Елена Александровна, а вот в понедельник никого не будет, да? Понедельник выходной, тогда во вторник сразу же, ну вот в 11 нужно, чтобы уже все стояли. Я уже дала там ничего сложного. Ничего сложного, да? Пусть они хотя бы обучаются, да? Я тогда солистов попрошу и готовят самые крупные декорации. Здесь расстилают на полу, и сверху вот можно посмотреть, как это будет выглядеть уже на сцене. Здесь готовят декорации для фильмов тоже, для больших театрализованных представлений. Просят нас, чтобы мы помогали, да? Мы всем помогаем. Вот здесь делают, видите, сетки сейчас, вот маскировочные сетки для СВО. Тоже наши работники. Ага. То есть театр всегда участвует в помощи СВО. И шьем, и изготавливаем, и материал выделяем. Здравствуйте. Как у вас светло стало, да? Красиво стало? Это у вас Это у нас Алиса. Сама Алиса, да? Нет, это что? Это кому пойдет? Ну, это мы шьем. Она вот это. Шахматные фигуры, да? Белые, да? Вот готовые костюмы там закройно висят. Ага, посмотрим. Готовые, которые, например. А мы сейчас это первая примерка.
И после примерки мы к нам тоже принесут и мы зашиваем. У вас все вместе, и Нюргун Ботур, да, и Алиса в стране чудес. Лягушки, да? Лягушка. А Нюргун Ботур это шьете, получается, для тех, которые в хор добавились, да? Все-таки нашли материалы, да? А то они страдали, там что нету. Нет, мы пошли тоже. А, дополнительно купили? Дополнительно можно. Поэтому не купили. Ага. То есть всем, которые добавились, да? Пошьем. Вот артисты добавились в труппу, да, нужно им добавлять костюмы, дополнительно шить. У всех разные размеры. У вас что? Это белые шахматные фигуры, да? Сколько костюмов будет? О, много, наверное. Много. Знаем. Много, да, костюмов? 50 надо на полную ставку надо ставить. А то клиентах всех торговать. Клиент спит их псой. Ну, в целом, наверное, месяца 3, наверное. Вот как у нас 4 премьеры, это на все 4 премьеры нужно все пошить. Тоже иногда бывает, конечно, подбор, но сейчас стараемся новые костюмы. Отдельно у нас агент выезжает, ищет по заказу художников, что нужно, какой материал там. Как вообще получается спектакль? Мы же как бы в ограниченных средствах действуем, да? Ну, честно, если сказать, мы делаем из того, что есть на складе. Дополнительно не покупаем, да? Угу. Я же вот ходил вот этот колледж креативных индустрий. У них есть такая система, что можно забить данные артиста, его параметры измерить, и он будет автоматически выдавать все эти раскройки. Вот эти. Компьютерная такая система. А можно им заказать. Им заказать наших артистов всех померить, и она по эскизу компьютерная система делает выкройки. Показы идут спектакля, да, допустим, год, 2, 3, 4, а потом уже все. Потом нужно обновлять. Все оно рассыпается, все костюмы. Оно уже не имеет вид как бы достойный, чтобы на сцене находиться. Поэтому нужно обновлять. Закройщиков нету, да? Они на рисунках просто, да? Ладно. Хорошо, ладно. Так, все тогда. Ага. У нас в зале происходит. Да. Угу. И в оркестровой яме самое главное, да? В оркестровой яме, дирижера, зал. Благодарю за замечательный показ по Евгению Онегину. Оркестр замечательно вообще звучал. Наши гости тоже почетно отметили. Очень хорошее было звучание. Очень бережно по отношению к нашим солистам. Мы старались Да. очень гибко работали, тем более такие сжатые сроки, приглашенный солист был. Были свои моменты, свои сложности, но театр с этой задачей справился, я считаю, успешно. Зрителю очень понравилось. Мы слышали это по восторженным отзывам и аплодисментам после спектакля. Еще вот у нас получается «Сияющий камень» завтра, там уже мест нету. Нюргун Ботур мест нету. Аншлаг, да? Аншлаг 27-го еще по «Сияющему камню» еще нужно забить, еще дополнить. А потом Нюргун Ботур, смотрите, Нюргун Ботур 28-го я хочу сделать как спецпоказ для семей СВО. И сделаем такой показ, потому что, ну, стоит это им увидеть. Да, я за полностью поддерживаю. Они хотели попасть, но билеты вот уже там за 2 недели закончились. Нет, уже все. Ну, Нюргун Ботур — это одна из визитных карточек нашего театра. Удивительно, удивительно. Уже 3-й год, получается, 3-й год. Вот. Так что... Мы будем надеяться, что все наши новые спектакли, постановки также будут иметь такой же успех, как Нюргун Ботур. Тоже вот есть мысли уже на 26-й год. 25-й, понятно, благословенный узор, 26-й вот по Суровому Малону хотим. Да. К юбилейной дате. 120 лет тоже минимум пройти не можем. Есть такая мысль, что Локут и Нюргун, как раз таки, вот, который мы видели, сделать инновацию, новую версию. Ладно, удачного сейчас, буду готовиться. удачной репетиции. Это вот как раз таки, да, «Сияющий камень», да, «Сияющий камень». Одеваются вот ребята. Вот, да. Это они на афишу одевали, да? Фотографироваться. Это «Алиса в стране чудес».
Замечательный, красивый костюм получился. Тут туда. Там роли Угу. Это кто-то тоже. Это карта Червоная королева. червоная королева. Червоная королева. Красная червоная королева. Мгм. А шляпник есть, да? Шляпник не будет вытащить. А? Вытащили уже. Вытащили уже, да? А, ну ладно. Ага. Вот сердце, да? Сердце. Ага. Это получается на 2 состава, да? Ну да. На 2 состава, 2 костюма. На 1 состав, на 2 состав. Вот это как раз парики «Али в стране чудес» сделали. Смотрите. Здравствуйте. Можно к вам заглянуть? Здесь у нас готовят вот как раз артистов балета, которые сегодня в репетиции участвуют. Это наши удаганки, да? Удаганка. А еще одевали, да? Или всех уже одели, да? Загримировали, да, всех? А грима нету сегодня же. А, это наша прародительница, которая в балете тоже участвует, оперная солистка. А это «Али в стране чудес», да? Червоная королева, да? А, и здесь еще прическа будет. Как сложно. Вот тоже требования для артиста балета, это же не должно упасть все, да, должно укрепиться, должно быть легким, безопасным, а вдруг мало ли что. Но мы об этом никому не расскажем. Это останется за кулисами. Натуральные косы. Вот заведующая нашим Торгунова. Вот расскажите, кто это все придумывает? Скажите, вот эти вот прически необычные, с кораблями на голове, с да, в форме короны прически. Кто это? Вот это тоже очень интересное, да, такое решение? Кто это все придумал? Художник и режиссер, и мы с ними вместе обсуждаем. Они дают эскиз, а потом у вас идет обсуждение, да? Сначала обсуждение. А сначала обсуждение. А потом, исходя от танца, от движения танца, мы уже придумываем, как легче, как... иногда бывает, вот если высокую прическу делаете, и руками можно вот зацепиться. Если бахрома у них, на поддержках, чтобы удобнее было. Ну, процесс идет долгий. И совершенствуется, да, с каждым показом, с каждым спектаклем. К Нюргун-Боттеру у нас показ на следующей неделе. Реквизит уже заготовлен, чтобы все под рукой было. Так, мы выходим за кулисы. Вот здесь уже все подготовлено. Видите, задник. Уже моют линолеум. У нас линолеум получается специальный линолеум балетный. Его каждый раз стелят. Его убирают, потом опять стелят. Нужен белый, нужен черный, нужен серый. Цвета меняются. И это линолеум, на котором наши артисты балета босиком танцуют. Босиком они танцуют. Поэтому мы всех просим, пожалуйста, только сменная обувь, либо бахилы. Потому что это вот все нужно каждый раз мыть. Представьте, да? Это все пачкается, костюмы пачкаются, их обувь пачкается. Если они в носках танцуют или в специальной одежде балетной, она сразу же все это пачкается, вся эта грязь. Поэтому мы сюда не заходим. Как раз таки Афанасьев, наш начальник монтировочного цеха. Начальник всех монтировщиков, которые готовят нам сцену каждый раз, каждый день. То ставят декорации, то разбирают декорации. Во время спектакля, вот у них рация, во время спектакля они все тоже контролируют, что-то выносят на сцену, что-то уносят в сцену. Иногда становятся участниками спектаклей тоже, да? Да, бывает. По воле случая. Иногда становятся гвоздем прямо в спектакле, да, показа. Ну, есть униформа специальная. Да, делаем премирование тем, кто... Световик он забрал, да, проектор, не знаешь? Забрал, да? Они там устанавливают его, да?
Да, нет, куда? Оттуда светит его, да? Уже пробовали? Не знаешь? Нет, Еще нет, да? Ладно. М. Мгм. 348. 348. А так, на самом деле, ну, еще есть внештатные работники. Получается такая небольшая площадка, где мы проводим концертные программы. И завтра у нас концерт, посвященный Дню Матери. Это вот инструмент, который в этом году мы получили по нашему региональному нацпроекту «Культура». Вот этот камерный рояль, который тоже, под который у нас все концертные программы проходят. Ну, здесь вот 80 мест. И здесь вот можем какие-то такие небольшие программы, может быть, камерные спектакли вот мечтаем начать. Завтра у нас будет с руководства Алроса. Едет эксперт золотой маски. Один человек. Да, судьба. Да, встречаем. Пожелаем вам удачи. Да, спасибо. Маска, Да. надо. Смотрите спектакль. Спектакль очень интересный. Мгм. Всем удачно выступить. Мгм. Детский спектакль очень интересный. Алистра чудес, да? Мгм. Ну, благодаря вам тоже, да, вашему мастерству. Такие парики интересные придумали. Мгм. Видите? А на другие балеты переделываю. Могут пригодиться. Ага. Ничего не Ага. выбрасывать. Вот у нас юбиляр этого года, да? В этом же году, да? 20 декабря. 20 декабря. 75. 70. Девочка опять. 75. Не скажешь. Сколько здесь в театре? 50? 70-го года. 70-го года. А вот спрашивает вот наша... 54. 54 года уже. Они спрашивают, с какого года работаешь, что ты 70-х? Они говорят, наших родителей даже не было. Да. А некоторые говорят, моя мама только в школу пошла, у кого-то 4 года только у мамы было, а тетя выше стоит. Ну и то нам не хватает, да? У нас же У еще нас сокращение гримерных было. нет, гримерных Сокращение не хватает. большое У было. нас Вот. вот помещение вот очень маленькое. Маленькое очень. Мы хотели бы это крыло Всё крыло, да. взять. Тогда нам бы достаточно было. Если гримировались бы, и бы сниматься все это. А то и здесь выходим в коридор. Очень тесно, конечно. Очень тесно. Парикмахеров, престижеров нету вообще нигде, как в России. Вот такие, как у нас. Здесь у нас артисты репетируют, каждый по своей партии, вот разогревают пальцы, губы. Музыканты театра Ланхо задействованы с народными инструментами. Очень интересное сочетание. То есть у нас сначала оркестр играет, потом народные инструменты, хамус, крымпа, потом опять оркестр, и вот это вот как бы чередуется постоянно. Очень интересно.
заняты работой. Ну, каждый показ, он как новое, конечно, событие, потому что это все живое, музыка живая, исполнение живое. Ни один показ, конечно, не бывает похож на предыдущие. И 10 показов первых всегда считаются премьерными. Это тоже будет наша премьера. По телеграмму сообщение отправляли. Это не я, это не я. Я, конечно, послал. Да, имейте в виду, никому ничего не отправляйте. Ну хорошо. Это эксперт «Золотой маски». Будет смотреть. Хореограф, режиссер, хореограф. Вот. И, ну, то есть очень важные такие ответственные показы. Еще добавили что-то по сценографии, новые спецэффекты добавили, вот ткань появилась. Вера, я тебе буду подсказывать по новому. Начинаем.